Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как Вера в навигатор спровоцировала серьезную аварию на улице Батурина. Девушка на колени решила развернуться прямо вот здесь вот. Ни с того ни с сего, то есть через сплошную, через на пешеходный переход. Один из автомобилей едва не потерял колесо. Покажем показания обвиняемого в убийстве пенсионерок. Я кинул веревку на шею и тянул. Подсудимый рассказал, зачем пошел на многочисленные преступления. Взял бутылку спиртного и ударил ею продавца. Падение в целях хищения чужого имущества с применением насилия опасного для жизни и здоровья. В Нижнекамске судят 33-летнего местного жителя, обвиняемого в разбое. Об этом и не только. Прямо сейчас. Форд Фокус и Лада Калина столкнулись на улице Батурина. По рассказам очевидцев, виновницей происшествия стала девушка, управлявшая отечественным автомобилем. Она развернулась через две сплошные линии прямо на пешеходном переходе. При этом девушка не заметила иномарку с соседнего ряда. Что было дальше, расскажет Сергей Хайдаров. Колесо оторвало, грубо говоря, и машину занесло в отбойник. Несмотря на сильный удар, мужчина не пострадал. Он отметил, что, забрав машину, коллеги поехал за канцтоварами, но до пункта назначения не доехал. На улице Батурина его машину протаранила Лада Калина. Девушка на колени решила развернуться прямо вот здесь вот. Ни с того ни с сего, то есть через сплошную, через на пешеходный переход. Выйдя из машины, автоледи сразу признала свою вину и рассказала, почему так произошло. Она просто сказала, что потом не туда повернула по навигатору и решила повернуться. То есть не убедилась, что тут как бы едут машины. На камеру же прокомментировать произошедшее девушка не захотела. Правда, утверждала, что попросту перестраивалась, а не разворачивалась. В результате столкновения иномарки понадобилась помощь эвакуатора. Обоих участников еще ждет детальный разбор аварии в госавтоинспекции. Сергей Хайдаров, Нафиса Минязова, Наиль Абдулин. Вызов 112. Автобусы «Лада» 14 модели столкнулись вечером на затяжном повороте улицы Магистральная. Предварительно многотонная машина задела легковушку, двигающуюся параллельно. Удар был не сильным, но водитель 14 потерял управление, и автомобиль отбросило на дорожное ограждение. Пострадавших нет. Участники ДТП остались дожидаться на месте сотрудников госавтоинспекции. Лада Калина оказалась на крыше после столкновения с Тойота в Нижнекамске. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор проезжающего мимо автомобилиста. Как видно на кадрах, иномарка начала поворачивать налево с крайнего правого ряда. Водитель не убедился в безопасности маневра и не заметил отечественный автомобиль. В результате удара Лада перевернулась, пострадавших нет. В таком же положении оказался и автомобиль Hyundai в Тукаевском районе. На втором километре автодороги Набережные Челны Нижнекамск иномарка вылетела в кювет и перевернулась на крышу. Предварительно 29-летняя девушка, управлявшая автомобилем, превысила скорость и не справилась с управлением. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, компрессионный перелом позвоночника, ушибы и травмы. Kia Rio и Лада 14 модели столкнулись в Буинске. По словам очевидцев, автоледи за рулем отечественного автомобиля, выезжая со второстепенной дороги, не пропустила иномарку. В результате обе машины вылетели в кювет. Корейский автомобиль и вовсе протаранил забор жилого дома. Предполагаемая виновница с тяжелыми травмами была госпитализирована. Он рассказал, как убивал и нападал на своих жертв. Сегодня в Верховном суде республики допросили 58-летнего Фуата Гельмиева. Его обвиняют в жестоких убийствах двух пенсионерок. Одну зарубил топором в ее же собственном доме, вторую вывез в безлюдное место, где и расправился с ней. Еще одной пожилой женщине удалось выжить. Сегодня обвиняемый рассказал свою версию событий. Ее выслушала Нафиса Минязова. Я начал покупать продукты, она меня начала опять чужим детям, чужим родственникам, продукты купишь, своим детям что-то. Именно эти слова задели подсудимого, и он обиделся на свою 73-летнюю соседку. На заседании он рассказал, что пенсионерка упрекала его в том, что он ушел от своей семьи к более молодой женщине. Находясь в магазине, он услышал, что на следующий день она собиралась ехать на Набережные Челны за слуховым аппаратом. Спустя сутки мужчина встретил свою обидчицу на остановке. Тогда же предложил отвезти ее до автовокзала. Женщина согласилась, но по пути продолжала давить на водителя упреками. Тогда его терпение лопнуло. Я кинул веревку на шею
и кино. После того, как женщина перестала дышать, он выбросил ее во враг, взял из сумки 28 тысяч рублей, предназначенные на покупку слухового аппарата, и поехал на рынок. Там же купил куртку своей сожительницы и одному из ее детей. Все это было в начале декабря. В конце года Фаат Гельмиев вновь ощутил нехватку денег. Тогда он пошел к тете своей бывшей сожительницы, у которой стал просить деньги в долг. Получив отказ, мужчина потерял над собой контроль. Два раза в спину ударил, да? Вы ударили поленом по спине потерпевшей, да? Да, он ударил, да, возле, смотрю, возле печки. Это спичка взял, да, выкинул. Там газета была. Убедившись, что денег в доме нет, подсудимый удалился. В материалах уголовного дела, к слову, зафиксировано, что умерла она не от ударов поленом, а топором по голове, и били ее не менее 8 раз. Поэтому по данному факту вину подсудимый не признает, но факт поджога не отрицает. Следующей жертве удалось выжить, несмотря на многочисленные ножевые ранения. Ее он также решил подвезти до автовокзала. Женщина ехала из Мамадыша в Удмуртию, но ему вновь позвонила сожительница и стала требовать от него деньги. Поэтому он и пошел на преступление. Подтолкнула его на это и то, что находился он в состоянии алкогольного опьянения. Вышел, открыл дверь, я вытащил и на жопу сколько ударил, я не знаю, сумку вот отобрал, она кричала, там говорит, ничего нету, там говорит, 250 рублей деньги. После 12 ножевых ранений пенсионерке удалось выжить и даже связаться с дочерью. На все 3 преступления, как признается подсудимый, его подтолкнула нужда к деньгам. Нужно было прокормить 5 детей своей нынешней сожительницы. Свою вину мужчина признает лишь частично. Уже на следующем судебном заседании планируют перейти к судебным прениям. И в ближайшее время мужчина услышит вердикт суда. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, вызов 112. Судебные слушания в отношении бывшего главного инженера «Казань-Горгаз» стартовали в Новосавиновском районном суде. 56-летнего Фагима Ильясова обвиняют в обмане Фемиды, властей и покупателей земельных участков в Больших Клыках и махинациях с землей. По версии следствия, в 2007-2008 годах по просьбе подсудимого начальник архивного отдела Высокогорского исполкома внесла в журнал поддельные данные о 3 владельцах земельных участков в Больших Клыках, а затем напечатала липовые справки с печатью, якобы они используют участки с 1996 года. В тот же период зампред Константиновского поселения изготовила недостоверные выписки из несуществующих решений сельсовета того же года о выделении участков вышеназванным гражданам. На следствии обе женщины заявили, с этими местными жителями даже не знакомы. При этом опознают подсудимого. Свою вину обвиняемый не признает. Таким образом, Ильясов умышленно и с корыстным побуждением путем обмана приобрел право собственно на земельные участки, расположенные по адресу Казань, улица Зеленая, Поляна, участок номер 41 и 45, принадлежащий государству. В Нижнекамске прошло первое слушание в отношении 33-летнего покупателя магазина. По версии следствия, будучи нетрезвым, мужчина зашел в торговую точку и попытался украсть спиртное. Когда продавец попытался его остановить, предполагаемый злоумышленник нанес ему удар. Подробности в репортаже Айрата Назипова. Молодой человек просит не показывать лицо. Он пострадал от рук ныне подсудимого. Через пару минут в зале суда Нижнекамец встретится со своим обидчиком лицом к лицу. Ударил бутылкой 2 раза, получается. Физическую боль не почувствовал, так как удар был не сильный. По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, зашел в магазин алкогольных напитков, взял со стеллажа бутылку виски и направился к выходу. Свидетели его явно не смущали. Когда продавец потребовал вернуть товар, злоумышленник нанес ему бутылкой 2 удара в область шеи. Совершил преступление, предусмотрено частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Подсудимый частично сознался в содеянном. Если вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Свое решение суд должен принять на следующем заседании. Айрат Назипов, Альбина Валеева, Фахри Исламов, вызов 112. Крупный пожар произошел вечером в Ютазинском районе. На складе в селе Байряка загорелось сено. К приезду пожарных подразделений огонь охватил помещение на площади порядка 450 квадратных метров. Чтобы полностью справиться с огнем, спасателям потребовалось около 2 часов. Из огня было спасено 170 тонн сена. Еще столько же было уничтожено. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют пожарные дознаватели. Помощь спасателей потребовалась и 70-летнему пенсионеру. Пожилой мужчина заблудился в лесу в Елабужском районе. Сотрудники МЧС нашли его спустя 2 часа с момента вызова. Он находился в 7 километрах от автомобиля, который был припаркован на обочине. От медицинской помощи мужчина отказался.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.